Елена Фраимовна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, ситуацию с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. Сегодня, на 22 сентября, выявлено 179 новых случаев подтвержденных ковид-инфекции. Наибольшее количество традиционно в городе Якутске, 116 случаев, и в 25 районах нашей республики. Большее количество случаев — это Сунтарский 5, Алданский, Амгинский, Нерюнгринский, Татинский по 4, Алаиховский, Верхнеколымский, Лемский, Усялданский по 3, Булунский, Верхоянский, Вилюйский, Кобяйский, Мирнинский, Среднеколымский по 2 случая, и по одному случаю зафиксировано в Верхневилюйском, Горном Жиганском, Намском, Нюрбинском, Аймяконском, Оленёкском, Усьмайском и Чурапчинских районах. Всего проведено тестирование за сутки 4879 исследований. Это практически 1,5 миллиона тестов за весь период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в республике имеется в наличии свыше 501 тысячи доз вакцин, и первую вакцинацию получило 342 949 человек, в том числе лица старше 60 лет, 64 558 вакцинированных. Вторую дозу получили 321 221 человек, в том числе старше 60 лет получили полностью вакцинацию 60 517 человек. Ревакцинировано на сегодняшнюю дату 8929 человек. Таким образом, на сегодняшний день использовано 70% вакцин от общего объема. Но, к сожалению, это все равно составляет всего 47% от общего количества взрослого населения. Напоминаю, что сегодня у нас задача стоит вакцинировать не менее 80% всего населения для того, чтобы прервать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции. Поэтому на сегодняшний день все равно остается главная, основная задача – это провести вакцинацию лиц, которые не вакцинировались, и, кроме того, начать ревакцинацию. Ревакцинации принадлежат те люди, которые вакцинировались первой дозой и прошло уже более полугода, либо же люди, которые переболели, и также полгода уже прошло. Хотелось бы напомнить, что сегодня помимо коронавируса у нас идет подъем ОРВИ. Если в прошлом году практически коронавирус вытеснил гриппозную заболеваемость, то сегодня мы фиксируем по всей стране, в том числе и на территории республики, различные виды острых респираторных вирусных инфекций, и стартовала у нас сегодня тоже вакцинация против гриппа. Хотелось бы особое внимание обратить, что поскольку детей мы не можем прививать от новой коронавирусной инфекции, в том числе лиц, которые переболели недавно, поэтому настоятельно рекомендуем обязательно прививать эту группу риска. Это дети от 0 до 18 лет, это переболевшие, которые переболели вот только буквально месяц, потому что они наиболее подвержены заболеванию и снижению иммунной системы. Это лица старшего возраста, это все лица, которые работают в социально значимых учреждениях с большим контактным объемом лиц. Для того, чтобы защитить себя, в том числе от острых респираторных инфекций и коронавируса, необходимо получить данные виды вакцины. Мне хотелось бы сказать, что сегодня мы видим статистику, и да, мы понимаем, что люди, которые прошли вакцинацию, все равно болеют, но по нашим цифрам это не более 1,5% вновь заболевших, и чаще всего они не попадают на больничную койку, либо тем более на трубку, так называемую трубку ИВЛ. Поэтому я призываю всех беречь свое здоровье, соблюдать все меры дистанцирования, соблюдать все меры, указанные в указе, в том числе ношение масок в общественных местах, для того, чтобы сберечь себя и своих близких. Всем здоровья!